советское время чайная промышленность была основой сельского хозяйства Абхазии, а добротный по тем временам абхазский чай шел на экспорт и пользовался огромной популярностью, так как абхазский чай по своим свойствам не уступал даже самым лучшим сортам китайского чая. Но это было в советское время. На сегодняшний день, к сожалению, чайная отрасль республики находится в упадке. Дорогие наши зрители, Апсны Хабар продолжает снимать специальные репортажи, и наш следующий выпуск мы решили посвятить проблемам чайной отрасли Абхазии. Для этого мы посетим село Дурипш, где, собственно, и начинается история абхазского чая. Посетим дурипшские чайные плантации, которые когда-то были национальным достоянием республики. Побудем в гостях у создателя марки Апсуа-чай, а позже мы отправимся в село Кутол, которое также славится своими чайными традициями, и, наконец, ответим на вопрос: возможно ли возрождение чайной отрасли Абхазии? Живописное село Дурипш, которое славится большими историческими традициями. Именно здесь почти 100 лет тому назад началось массовое выращивание чая. И первыми шагами на пути к высадке новой культуры стала вырубка старых дурипшских виноградников. Существует история, что чай в Дурипш привез житель этого села Сабыда Кварацхелия. Однако чайные посевы долгие годы не давали никаких результатов. Новая культура приживалась на новом месте долго и трудно, из-за чего колхоз Дурипша обеднел. А местные жители проклинали соседа Сабыду, что согласились на вырубку своих виноградников. Но в 40-х годах, неожиданно для всех, чайные посевы начали давать хорошие урожаи чая. А в 50-х годах некогда обедневший Дурипш стал колхозом-миллионером. Сабыда самуҟәиԥа Кәарцхелиа дыхәҳахәҭҩын, дныҟәаҩын, дмалрҳаҩын усҟантәи аамҭа. Ихатәы флыка иман, Ҭырқәтәылаҟа дцон, дыхәҳахәҭуан, уамтәи атауар ааигон, арантә уахь игон имаз. Убас дшыҟаз иҟалеит аамҭа, ачаи идыржәит, абри ачаи абра иааҳархуоуп ҳәа аҭырқәцәа иарҳәеит. Ачаи иижәыз анигәаԥха, дылрацәажәан, ачаи ажәла аиҭаҳатәы ихәырџьын аазны ааигеит Аԥсныҟа. Ҵакыс иамаз убри акәын, абас иҟоу арыжәтә, абас иҟоу ачыс аԥсуаа ирыхәап, Аԥсны иҟалозар еиҭаҳаны иалҵуа збот ҳәа иааиган, абра игәараҭ, абра игәарԥоуп, абра инаскьаганы уажәы аказармақәа ахгылоу. Амна ажәла кеиԥсит, аиҭаҳатәы еиҭаиҳаит. Ачаи бзиахеит, пату ақәиҵон, агәылацәа иашьцәагьы аԥхьатәи ачаибӷьқәа ҿыхны агьамгьы рбит. Ишааиуаз акәымкәа, зқьы жәжәи ҩажәеи хәба шықәса рыбжьара, ҟаланхарақәа, аҳәынҭқарра анышьақәдыргыла, хәыҷы-хәыҷла ауаа игәарҭо иалагеит. Зқьы жәжәи ҩажәеи жәыжәбыжь шықәсқәа рзы абра изхны Дурипш актәи абригада ҳахьгылоу иахьӡуп, ауаа аколхоз иалахәыз ачаи еиҭарҳуан. Убрысҟан еиҭарҳаз уажәраанӡа иааҳгеит. Чувствовал ли Сабыда, что привезенный по его же инициативе чай из Турции будет иметь такой успех в Абхазии? Увы, ответить на этот вопрос сегодня сложно. Важно то, что частная инициатива в то время заимела государственную поддержку, ведь со временем промышленное производство чая удалось наладить и в других колхозах Советской Республики. Площадь чайных плантаций в Абхазии в то время составляла 14 тысяч гектаров, а объемы производства 25 тысяч тонн чая в год. Именно Дурипшский колхоз давал 50% всего производимого в советское время чая, и Дурипш является единственным колхозом в Абхазии, получившим орден Ленина за трудовые заслуги перед Отечеством. Дурипш ақыҭан усҟантәи аамҭа азыҳәан ақыҭақәа иреицәаны ауаа ӷарны инхон.
Бирбшей пшауахгара зыҟаҵан, бирбшей пшауаа арыцҳарахьы ыҟаз избан акәзар, аҭырас акәын бирбш зызҳауаз амҵарбӷьы аҭыраси. Абас ирыцҳаны иҟан ақыҭанхацәа Малда. Абри ачаи аныҟарҵа, аиҭаҳара иалагеит, хәы хнаҭира ианалага, хәыҷы-хәыҷла бирбш ақыҭа ҭыҵит, бирбш ақыҭа миллионерхт, бирбш ақыҭа орден арҭеит. Асасцәа Аԥсны иаауаз рызегьы ихьааргоз бирбш ақыҭоуп. Иуҳәозар ҿаԥшыгах, Хошамин абра даҳҭан, Фидель Кастро абра даҳҭан, Хрушьов даҳҭан, убас асасцәа дахьқәа иаауаз Аԥсны абри ақыҭаҿ акәын ихьааргоз. Бирбш ақыҭан ачаи еиҭарҳаит, хышәи хынҩи жәохә дистын. Хышәи хынҩи жәохә дистын ачаи еиҭаҳаз, аҿынтә хәнызқь тонн иаҳаны ачаи хырхуан анхацәа. Гәдоуҭа араион зегьы уҳәозар, фышәи бжаки ракәын еиҭаҳаз, абжеиҳара бирбш ақыҭа акәын. Лаханы ҩышәи жәаба, хышәи хынҩи хәба бирбш. Агьырҭ ақыҭақәа жәохә ҩажәа жәаагьы дистын акәын ирымаз. Аха ачаи иаҳа иахыҟалоз бирбш ақыҭоуп. Уи нас агроном ицәажәашьала иуҳәозар, адгьыл иаҳа ихҭҵәу ачаи иаҳа ианаалон. Расцвет чайной отрасли республики пришелся на период существования СССР. После распада Советского Союза, а также Отечественной войны народа Абхазии и последующей блокады, чайная отрасль республики пришла в упадок. Учитывая нынешние проблемы, которые существуют в чайной отрасли, поговаривают о том, что уже абхазский чай на мировом рынке не конкурентоспособен и к тому же не рентабелен. Так ли на самом деле, мы решили спросить у жителя села Дурипш Романа Сакхания, который 20 лет занимается не только производством абхазского чая, но и возрождением чайной отрасли республики. Он взял в аренду несколько гектаров чайных плантаций и наладил дома в Дурипше небольшое производство. К тому же Роман является профессиональным чайным технологом. В свое время он объездил много стран, где чайная культура и чайный бизнес хорошо развиты, и обучился технологии производства чая у лучших мастеров своего дела. Мы начали своими силами. Я вот этот роллер приобрел в Дагомысе. И вот там мне сейчас с человеком познакомился. И он мне предложил вот этот роллер. Я его закупил, привез, поставил. И вот с этого все и началось. И плантация. Взял, загородил. Как и в любом чайном предприятии, здесь все начинается со сбора чайного листа. Роман рассказывает, что чай самого высокого качества обычно получается из самого первого урожая, из первых чайных побегов, появившихся после зимней спячки. Сезон сбора чая продолжается с мая по сентябрь. Мы, к сожалению, этот сезон упустили, из-за чего не смогли посмотреть на то, как с чайных плантаций собирают листья, как сортируют и затем обвяливают их. Зато у нас была возможность ознакомиться с другими этапами производства чая. Ну, сейчас у нас идет такой лава-чай называется. Это уже время такое, месяц, вы видите, какой у нас. Сейчас идет здесь процесс завяливания. Завяливание, потом оно разные способы. И крутится это. Здесь мы убедились, что производить чай – это целое искусство, и у каждого вида чая своя технология изготовления. Например, для производства черного чая после окончания процесса завяливания чайный лист должен пройти процесс скручивания. Именно с этого момента и начинается процесс ферментации чая, а после чайные листы идут на сушку. Зеленый же чай сушится после обвяливания и жарки в больших чугунных котлах, и в ферментации он нисколько не нуждается. Сушка после всего этого, что я рассказал, сушка кладется вот в таких лотках. Тут лоток вот этот пищевого нержавейка. Засыпается сюда.
ложится вот так и включаю печку. Печку включаешь и... Уже какой-то чай сушится, да? Можете показать? Вот этот чай, я про что говорил, про этот чай, зеленый чай, его нужно парить, чтобы в такое состояние его превратить. Роман может производить несколько сортов чая – зеленый, черный, белый, желтый и даже фиолетовый, но акцентирует свое внимание на наиболее распространенных в мире видах чая. Все чаи, кроме фиолетового, производятся из китайского сорта камелия, так как клонированный отечественный сорт чая колхида практически был уничтожен в послевоенное время, когда из-за ненадобности большие плантации чая вырубались под другие сельскохозяйственные культуры. Фиолетовый же чай производится из сорта чая кмынь, и его теперь, к сожалению, не так часто можно встретить в Абхазии. При благоприятных условиях, учитывая плантации, которую он взял в аренду и привел в порядок, за сезон с мая по сентябрь он может произвести до 5 тонн чая. Это очень мало, поэтому он не может удовлетворить существующий спрос к абхазскому чаю. Люди по старой памяти хотят покупать абхазский чай, потому что знают, какого качества он был. На сегодняшний день, к сожалению, не все производители абхазского чая отвечают требованиям и стандартам. И качество абхазского чая порой, конечно, оставляет желать лучшего. И он надеется изменить эту ситуацию. Его основной конкурент – это дешевые китайские чаи, которые массово завозятся в Абхазию, купажируются с местными качественными сортами абхазского чая и продают их как отечественный продукт. Сегодня цена производимого Романом чая варьирует от 2,5 до 3 тысяч рублей, а себестоимость с учетом всех затрат составляет около 1500 рублей. И несмотря на дороговизну, спрос к капсуа-чаю большой. У нас в основном он уходит в Россию. Есть люди, которые там этим занимаются, оптовики, приезжают, заранее договариваемся, и они весь чай туда забирают. Также и местные, которые любители чая, приезжают и у нас закупают. Но тут в Абхазии мы не продаем, потому что у нас объема нет такого. И мы в принципе, вот так розничной торговлей, мы думаем свои пачки, свой бренд, мы думаем над этим, из-за этого мы тут в Абхазии пока не продаем, но будем продавать. Мы посылаем в россыпь. Они там, естественно, уже как абхазский чай не продают. Они уже они под своим именем, у них свои пачки, они кладут туда. Ну, пишут, да, правда пишут, в их пачках пишется, что место происхождения Абхазия. Вот, ну, так они продают. У Романа весь урожай собирается вручную. Именно поэтому качество производимых им чаев, несомненно, высокое. И эти чаи несравнимы с чаями или же с чайными пакетиками, которые мы привыкли покупать на прилавках магазинов. Роман производит именно весовой непакетированный чай, который ценится больше, потому что в процессе заварки можно увидеть, как раскрываются чайные листья. Приготовленный из такого чая напиток безусловно вкуснее, ароматнее и потому пьется с большим удовольствием. Вкусно. В беседе с нами Роман поделился и своими планами на будущее. Он подумывает над тем, чтобы объединиться с производителями абхазского чая. Только так, по его мнению, можно реанимировать как можно больше чайных плантаций и производить действительно качественный продукт, что благоприятно отразится на чайной отрасли республики, на нашей экономике и трудоустройстве населения Абхазии.
Планы у Романа грандиозные. Сегодня же он арендует у государства всего 2 гектара чайных плантаций, а мог бы и больше, но такой возможности у него нет. Аренда чайных плантаций часто вызывает различные споры. А в арендуемых им плантациях была произведена глубокая обрезка. Это делается для того, чтобы омолодить чайные кусты. В наших условиях, когда чайные плантации сильно заросли, по словам Романа, это самый приемлемый выход. В глубокой обрезке нуждаются и другие чайные плантации Дурипша, которые, если сегодня не предпринять нужных мер, через несколько лет могут стать непригодными. В силу непростой экономической ситуации в стране пока государственной поддержки Роман не ощущает, но все же надеется на нее. Пока же Роман в первую очередь полагается на себя. Он считает, что нужно работать и надеяться на лучшее. Государство чуть-чуть подтолкнет к этому, заинтересует людей. Я думаю, что молодые люди займутся этими делами и будут производить чай в Абхазии. Но помощь финансовая обязательно им нужна. Это даже вот ваш пример, он показывает, когда у инициативных людей нет возможности получить финансирование по прибыльному проекту. И, естественно, приоритетному, потому что все, что касается производства продуктов питания, производства всей продовольственной группы, это, конечно, я везде говорю, это козырь Абхазии. Даже с точки зрения прибытия туристов, потому что все, что мы произведем, вся добавочная стоимость, то есть прибыль останется в Абхазии. Если приехал турист в Абхазию и пьет чай там, с Европы или с Китая или с России, естественно, прибыль уйдет в ту страну, откуда этот чай привезен. И это касается не только чая, это касается всех продуктов питания, которые мы можем производить. И как это уже много лет, и например, сотрудники бывшего ЦСИ делали доклад о том, что надо внедрять инструменты, позволяющие активным людям, которые хотят себя проявить в экономике, получать финансирование. Либо это государственный банк инвестиционный надо создавать, либо фонды создавать инвестиционные. В общем, чтобы гражданин знал, что если у него проект рентабельный, с прибылью, перспективный, а все, что касается сельхозпроизводства, в приоритете у всех президентов Абхазии. Всегда мы слышим сельское хозяйство, туризм. После Дурипша наша съемочная группа отправилась в восточную часть Абхазии, в село Кутол, которое в советское время поставляло на экспорт тонны чайной продукции. Одним из наиболее почитаемых напитков в то время считался абхазский байховый черный чай, который производила Кутольская чайная фабрика. Сегодня здесь, как и во всей Абхазии, отрасль находится в упадке. Правда, после грузино-абхазской войны фабрика восстановила свою деятельность и производила 3 вида байхового чая. Последние 3 года чайная фабрика, к сожалению, не работает. Запустили в селе и чайные плантации, которые обросли папоротником, колючкой и амброзией. К счастью, и в Кутоле сегодня есть фанаты чая. Это частные предприниматели, которые стараются сохранить культуру чая, пытаясь ухаживать за чайными кустами. Улаш и Блабба, отец и дед, в советское время работали на Кутольской чайной фабрике, а брат его деда когда-то был директором объединения «Абхазчай». Решив не забрасывать семейное дело, Лаша обучился технологии изготовления чая. Этой же весной он расчистил 2 гектара чайных плантаций, обработал насаждения и за сезон собрал до 4 тонн чая. Сам этим занимаюсь своими средствами.
никто не помогает. А так есть люди здесь и в деревне, и из других деревень, с Чгярды, с Ачимчири даже приезжали на сбор, собирали и получали за это свои заработанные деньги. А сколько вы им платите за работу? И мы собирали 2 вида чая. За 1 килограмм 150 был это высший сорт, а 120 рублей это второй сорт. За килограмм чая платил им. А так сколько часов они работают? С раннего утра до позднего вечера. И собирали до 15 килограмм человек. Бывало 12-15, по-разному, кто как работает. В планах у предпринимателя привести в порядок до 10 гектаров чайных плантаций, нанять рабочих до 50 человек. Тогда он сможет собирать до 25 тонн чая за сезон. Пока Лаша реализует чай в сыром виде. Покупают сырье частные фирмы, которые делают несколько видов чая и реализуют их в летний туристический сезон. Чтобы бизнес был рентабельным, Лаша планирует к следующему году купить в Китае и оборудование для производства чая. Только так он сможет выйти на рынок со своей маркой без посредников. Но на расширение нужны финансовые средства в размере до 3 миллионов рублей, за которыми он намерен обратиться к государству. Оборудование. Вот у нас с оборудованием проблема. Сама фабрика стоит, оборудование тоже стоит, но оно ни к чему не пригодное, уже износилось. Им уже 30 лет. Нужно оборудование новое, вот в этом поддержка нужна. Около 3 миллионов надо, чтобы привезти это оборудование и установить. А с плантации есть, просто над ними нужен уход, почистить их и можно собирать чай. Нас хочика арабри, яра нас фабрика анги, а мне оборудование ума хочика аранас, убри цхрара хочик хау. Нас харги хочик хат парала хочик як ахтар халшархо. Усат хабшавам и хазарфу хабшавам фармовка азом техником механизатором. ويرانا سكتر عن زيجي وسرة استخم حد في داعسم زيجير تخوبة وسرة أبري خوجيك يعرم إن شاء الله يحور فابريكا عن يحت خولينيا وبري قلار ناس جي رابوتشي شروما نيوم ريوما وبري زيجي نسا حرا خوجيك قطع عن عجلار حرات في بيناكي زيجي والله فخوك رو بس زيجي خورش ترحوا أبيزا положение ахцарахта хуба хари хала халаганы яхза атазом мизбанзар хучикара ацхрара тахуб ацхрара ги хасхрава зара хабуй амстазара ансари хазуни ахтазом мари акатазуни ахцарахта хуб ханат хабдат абрика мижзагвани шо виранзи айва убри харги уштир хылтаз харги яца ахцарахта хуб. Пару тракторов сохранились, ими можно поработать насчет формовки, расчистки. А так хотим собирать чай вручную и производить качественный, хороший чай ручного сбора. Чайные плантации есть, их тоже надо восстановить, только в оборудовании проблема. Вот если была бы линия вся, можно было поставить и работать. Самое главное есть продукт, чай. Если о Лаше Блаба мы знали благодаря публикациям в интернете, то об Алясе Асландзе, которая также занимается возрождением абхазского чая, мы впервые услышали во время нашего пребывания в Кутоле. Чтобы посмотреть на проделанную им работу, мы поехали в поселок Тумыш села Кутол. Всего год назад и на тумышских плантациях чая можно было увидеть лишь заросли папоротника и колючки. Более того, несколько гектаров этих плантаций заросли деревьями золотарника, разросшиеся всего за 3 года, пока фабрика здесь не функционирует, в целые леса. И в этих местах плантации чая пришли в полную непригодность. Молодому человеку за счет собственных средств удалось сохранить до 10 гектаров плантаций чая. И теперь он изучает технологию производства. А совсем недавно Аляс построил здание цеха, которое также нуждается в оборудовании для производства чая. Он тоже планирует обратиться за помощью к государству. Роль рахцуба ферментация, завялка, сушка, вообще бахуба хкоба, оборудование рейта хкозгизги. Шаамат рух алой? Я браб снега,
миллионки бжеки ба миллиони тот оборудование но сигирейцо оборудование са хамш хо я хазобы же гектар ки хама и тнагаша усубри бярипсо. И без финансирования саженцы получить, и вообще вырастить, и оборудование получить, и технику получить невозможно. Это же все требует вложений. Что если у государства появляется возможность, лучше эти средства отложить. Это даже Россия, руководство России давно так делает. Ну, Россельхозбанк. Это банк правительства, то есть владелец банка, правительство Российской Федерации. Когда у них появляются возможности финансовые, излишки, они кладут, пополняют, значит, капитал того же Россельхозбанка, а Россельхозбанк дальше кредитует крестьян, фермеров. Это именно классический рыночный подход. Они самый оптимальный, эффективный путь — это правительству. Вот перевыполняется план по бюджету, отложили деньги, капитал банка увеличили, он каждый год потихоньку, и банк будет укрупняться, и, значит, спрос на финансовые ресурсы на рынке Абхазии будет удовлетворен по низкой ставке. По низкой. Это важно, когда вы даете кредит на 5 лет, на 10 лет. У нас есть закон о банковской деятельности, и там все расписано, кто может получить кредит, на каких условиях. Но у банковского сообщества недостаточно ресурсов, они много об этом говорят, поэтому правительство для того, чтобы поднять экономику, для того, чтобы страна больше зарабатывала и бюджет больше зарабатывал, естественно, мы должны производить свою продукцию. Как видим, у всех производителей абхазского чая одинаковые проблемы. Но, как говорится, нерешаемых проблем не существует. Но что нужно сделать для того, чтобы поднять чайное дело? В послевоенное время было сделано немало попыток для возрождения этой отрасли, но все они были безуспешными. Удастся ли Роману и всем этим ребятам реанимировать чайную отрасль? Они считают, что без поддержки государства мало что возможно сделать. И говоря о государственной поддержке, они подразумевают не только финансирование чайной отрасли, но и продвижение имиджа абхазского чая, улучшение инвестиционной привлекательности страны. По словам производителей, инвесторы видят как большие возможности абхазского чая, так и существенные риски, так как у нас в государстве до сих пор не существует механизма гарантии инвестора. А для того, чтобы сохранить уцелевшие плантации чая, нужна не только техника для спашки, обрезки, обновления чая. Необходимо, чтобы заброшенные чайные плантации отдавали в частные руки. В руки предпринимателей, готовых вместе с государством работать над реанимацией этой отрасли. И, занимаясь уже производством чая, думать не о быстром заработке, а прежде всего о репутации абхазского чая. Поэтому также важно в нашей стране внедрять культуру проведения чайных фестивалей, открывать дегустационные чайные залы, чайные домики и чайханы. Нас абарт яла хапсако чеку календула хцуб абарт бутоны розы уянис лепестки розы хайо уянис бессмертник об аштуква уянис жасмин хайо уянис абарт что-то семечки подсолнуха. Абризик шхалы шокшот, да? Абризиги мята я хакшот наски абсна дар яцнуқо до обри ашха корахи нуқот катара корахи нуқот зиги бри напыл ихшана яганы ирюна бас че ялапсана я ахцов абри ромашко абра цветы мальвы хайо шафран хайо цветы гранаты хайо абри зиги ауе действительно юхот ярагу взера заха ачема заркикырги абри аче ширшне нужлык дара урыцки щау да даже ща бас ижбаны ярцагот разжаживает зигрила дарих шуб
убрезахну паурус фигебра яйни хадгло ачай азбахурхот анишмо маришмо махенцалак яхамо панахла гирго алот избанзар чай действительно абсенра не только в Абхазии, это всемирный напиток, традиционный чай, даже ванизу абасия не тало чай яд талот избанзар ажиб жирхот абстазара ето яла чажо абри чай кто ядрхоп айкватра аятра зигрила абринаси дырю абханра трактор ожпыхе житн сицон на поле рохшон уиз абстаза оружа колхоз имачхет ё на сава и базан хаз ицот и рохшот ирыл шала абас абсенранас и зургобдо дара сарапату аксот абрабсенра яхрхва ира абсо этикет убрияло пара хазлат штахко яйвой цой тарбаша и тарбаша хама зароб уя чаядаги вообще псны я урху пату амоп дарапату акурцот абра яйво аурус шерпсыныршо и цавыт дачака рыдызгалара бри рыжтома дашачайка дара вахи рымо аурус бзшенцаны иртахца يزحت خوي رحوت يزبنزر حرب سنرا هايت حبسح شوت عبسو يتوب يحتخو نرحلك دارس كوز حاود وبرنزس سخوت نصوب يا حي حبري عبسو يتو يا حرخوا عبري حما خوجي ناس الصلار استخوب يا حي بركاتو يا حي خزوب زيجي حرا авторитет, традиция, нагод, харп шцот, даже со стороны правительства на ваду как на анпи нао, обречаешься ашир яхрхо, аджукрей, аллахария, аджинджухо, абри Кормарьяна ризики при столе ямцер ирымцер галлату пизманцер харахитикет традиция яхфу при гямаму дарир гобход ирымцах цалару пизманцер ха ахцап шахавет бзия харбалот пато хакурцалот рыцну қашахдыр вазару патуру кахцалару. За время съемок репортажа мы убедились, что если со стороны государства, предпринимателей и других заинтересованных лиц оказать должное внимание этой отрасли, то мы сможем производить действительно качественный продукт, сделать эту отрасль рентабельной, вместе с тем вернуть былую славу абхазскому чаю.